Ангиметоника или пентатоника как частный вид ангиметоники вообще лежит в основе большинства народов мира, музыки народов мира, будь то это там, музыка Китая или даже очень многие славянские народы использовали этот лад. Даже африканские какие-то песнопения, тот же самый spirituals, блюз, все это основано на бесполутоновой музыке, то есть вот именно пентатоника. Пентатоника от слова пента — 5, то есть 5 звуков, в которых отсутствует полутона. И фольклор, этническая музыка, она держится на этом. Ну, есть, конечно, и другие примеры народной музыки, но в основном огромное количество именно вот, нам известного фольклора основывается на бесполутоновости. И в том числе татарская музыка нам ближе всего и очень знакомая, да, вот именно пентатоника в татарской музыке. И когда мы хотим создать музыку стилизованную, поднародную, естественно, пентатоника — это такой беспроигрышный вариант. Это то, что всегда будет вызывать ощущение именно народности. Я очень часто делал такие эксперименты, когда просто начинаю импровизировать именно вот на этих 5 звуках без полутонов. И возникает сразу ощущение какой-то народной музыки и в большей степени татарской музыки. Хотя здесь нужно сказать о том, что пентатонику тоже можно использовать совершенно по-разному. То есть смотря какие обороты мы используем. Это может быть китайская пентатоника или японская, или там, марийская, допустим. У марийцев тоже очень много пентатоники. Или татарская. Но на мой взгляд, и этому огромное количество примеров, татарская музыка давно вышла за рамки пентатоники. Даже слушая романсы или песни Рустема Яхина, которые мы все прекрасно знаем и любим, во многих из них уже нет пентатоники. Ладово-гармонически музыка гораздо насыщеннее, то есть там уже используется полный звукоряд мажор и минорной системы, а иногда даже какие-то гармонические ступени добавляются, мажоро-минорные, отклонения совершенно разного рода. И от этого музыка не перестает быть татарской. Вообще, что такое татарское? Вот мы часто говорим словом «мын», да? Мне кажется, что «мын» не нужно искать в самой структуре музыки. Мын — это понятие более такое духовное, более категория, которая больше восходит вот именно к проникновенности исполнения. Это же как мы можем перевести мын, да? Как душа, задушевность, грусть, глубина, переживание, тоска. Все эти слова, они отчасти подходят вот под это понятие. И здесь идет не о мелизме, который часто используется, или там о ладе. Все это, мне кажется, не первостепенно, когда мы говорим про понятие мын. А понятие мын, оно может существовать не только в пентатонике, оно может существовать в любой ладовой системе. И поэтому татарская музыка, она возникает именно тогда, когда возникает тот самый мын, а не пентатоника. Пентатоника — это частный вид татарской музыки. И на сегодняшний день мы уже совершенно далеко от этого ушли. Хотя мы и сегодня это можем использовать, но можно написать песню полностью, или музыкальную композицию полностью основанную на пентатонике, но в ней не будет того самого мын. Это очень тонкие понятия, которые не нужно вот так буквально трактовать и буквально понимать.